23-летняя Алина Темиркаева прикована к инвалидной коляске. В 2016 году, возвращаясь из школы, Алина попала в страшную аварию. Вылетел автомобиль и зацепил Алину, ударил, Алина отлетела, ударилась головой. И, в общем, никто в машине не пострадал, которая машина на нее вылетела, пострадала только наша Алина. Сразу ее даже не нашли, нашли спустя полчаса, она лежала под забором, никто ее не обращал внимания. Вот. Какой-то парень мимо проходил, увидел, сказал, что лежит девушка, ее забрали на скорую, увезли. Вот. Оказалось, что был перелом черепа в 2 местах. Многочисленные операции, борьба за жизнь. Врачи не давали никаких шансов, что Алина Темиркаева будет жить. Экстренно была сделана операция, трепанация с 2 сторон. Околовисочные, удалены были кости. Состояние было крайне тяжелое. После того, как сделали операцию, Алина в кому впала. 10 дней мы провели в Сакской реанимации. Потом забрали Алину в Симферополь на Титово в детскую реанимацию. Там она месяц пролежала. Состояние было тоже крайне тяжелое. Каждый день мы не знали, чего ждать. Каждый день мы, можно сказать, боролись. Боролись за каждый день, за каждый час, за каждый миг. Родители Алины Темиркаевой не сдавались. Они делали все ради спасения дочери и надеялись на чудо. Благодаря их усердию, вере, долгому лечению и реабилитации Алина сегодня жива. Решили ехать в Москву. Мы попали в институт неотложной детской хирургии имени Рошаля. Вот. Там мы пролежали 3 месяца. Опять же, там были сделаны 3 операции. Ей установили пластины титановые с 2 сторон на голове, околовисочные стороны. Был установлен шунт в голову. Была установлена гастростома для того, чтобы кормить, чтобы убрать все зонды, которые в носу стояли. Потихонечку состояние мы ее стабилизировали, благодаря тому, что мы постоянно занимаемся дома. Мы вообще не сидим, без занятий мы не сидим. Для того, чтобы поддерживать это здоровье, нам нужны реабилитации. Как минимум 3 раза в год мы должны выезжать на реабилитацию. В мае семья Алины Темиркаевой планирует очередной курс реабилитации, сумма которой для них неподъемная. Потребуется около 800 000 рублей. Родители вынуждены в очередной раз обратиться за помощью к неравнодушным. Сейчас я договорилась с центром «Благодарь». Он находится в Подмосковье. Провели консилиум, решили, что они могут нам помочь, что они возьмут нашу девочку на реабилитацию. Вот, и прислали нам счет, счет приглашения. Я очень прошу, нам уже очень много раз помогали, благодаря вам мы прошли такой долгий путь. Если есть такая возможность нам помочь, мы просто, я не знаю, прям низкий земной поклон всем, кто помогает. Даже кто помолится за нас, это для нас это очень большое дело. Вот, мы надеемся на помощь.